Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Ирина Ефимова. 21 мая 1937 года полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР высадила прямо на дрейфующий лед Арктики научную станцию. Тогда и началось настоящее масштабное завоевание технологическое человеком Крайнего Севера. А также был учрежден праздник День полярника. Праздник был учрежден в 2013 году указом президента России. И сразу же возникли вопросы, кого поздравлять. Понятно, что полярник – это участник экспедиции или работник полярной станции. Однако в Министерстве природы Российской Федерации решили также отнести к ним и жителей районов Крайнего Севера. О том, с какими результатами этот праздник встречает Якутская Арктика, поговорим с заместителем министра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаилом Погадаевым в деталях. Здравствуйте, Михаил Александрович. Здравствуйте. Поскольку начала я с праздника, считаете ли вы его своим профессиональным праздником? И если считаете, то как отмечаете? Да, конечно, этот праздник наряду с Днем Арктики, да, мы, конечно же, отмечаем. Мы, как уже было сказано, относим всех жителей Арктики, всех жителей арктических районов к полярникам. У нас даже вот есть такая организация «Якутская Арктика», которая является региональным отделением Ассоциации полярников России. Вот как раз Ассоциация полярников, она и была инициатором учреждения этого праздника, да, во главе с Челенгаровым. Вот как раз Артур Николаевич Челенгаров по его инициативе, и Ассоциация полярников многие годы работает. И у нас в республике это организация в виде общественной организации «Якутская Арктика», которую возглавляет Елена Христофоровна Голомарева, народный депутат, председатель комитета по Арктике и делам малочисленных народов Севера. Поэтому мы ежегодно отмечаем этот праздник. В свое время членов Владимир Михайлович очень широко этот праздник отмечал. В том числе мы проводили заплыв в холодной воде. Вот такие очень большие мероприятия проходили всегда, круглые столы, конференции и так далее. Поэтому мы, конечно же, празднуем каждый год этот большое событие. А в этом году что? Как? Завтра у нас планируется круглый стол. Завтра мы будем обсуждать вопросы развития транспорта для северного завоза. То есть вот сегодня у нас самая главная проблема — это транспортная доступность в Арктике, поэтому решили уделить особое внимание развитию транспортного комплекса для обеспечения наших арктических районов. Вот. Вообще в целом нужно сказать, что в этом году у нас очень много юбилеев, это, и в том числе такие крупные юбилеи, как 300 лет первой северной Камчатской экспедиции Витуса Беринга, да, и 500 лет со дня начала освоения Северного морского пути. Поэтому, на самом деле, я думаю, что весь год у нас очень много будет поводов вспоминать и полярников, выдающихся, и те проекты, которые были реализованы, и которые предстоит еще реализовывать в нашей Арктике. Значит, всех жителей наших арктических районов можно считать полярниками смело, и можно их поздравлять с этим праздником, да, что я и могу сделать. Мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или можно отправить нам сообщение в Телеграм текстом на номер 8 914 235 0502. Но раз вы начали с темы с транспортной темы, с северного завоза, давайте вот подробнее об этом поговорим, потому что действительно тема такая актуальная. И как вообще планируется развивать эту транспортную инфраструктуру, да, и как там Североморской путь там участвует, не участвует, да. Много в свое время говорили о том, что беспилотники будут использовать для северного завоза, не для северного завоза, а для доставки в труднодоступные районы Арктики. Вот какие там планы, какое видение? Нужно отметить, что вообще развитие транспортной доступности в Арктике — это для нашей страны основной вызов, в целом основная для проблема страны. В целом для страны. Но для нашей республики это имеет особое значение в силу нашей территории. Вот, и, конечно, обеспечение наших арктических районов в условиях, когда огромные расстояния, неразвитость транспортной инфраструктуры, доставить все необходимое — это продукты, топливо, стройматериалы, все, что необходимо для жизнедеятельности населения,
непросто. И мы очень часто на федеральном уровне всегда ставим эти вопросы, говорим о том, что вот посмотрите на всю территорию Российской Федерации. Пятая часть России — это Республика Саха-Якутия, где огромные расстояния, и доставка грузов для нас — это не такой необыденный вопрос. И, конечно, в первую очередь здесь речь идет о доставке топливно-энергетических ресурсов. Это и уголь, и топливо там, и так далее. Да? Кстати, недавно была новость, что топливо все завезли. Да, вот по зимникам завезли весь объем, запланированный объем топлива. То есть на этот год все обеспечено. Да. Но нужно сказать о том, что вот у нас в России принята стратегия развития арктической зоны Российской Федерации, которую утвердил президент страны Владимир Владимирович Путин. И в этой стратегии развития транспорта уделяется самое большое внимание. И речь здесь, конечно же, в первую очередь идет о развитии Северного морского пути. Существует федеральный план развития Северного морского пути. Ну и, соответственно, конечно же, развитие этой транспортной артерии будет влиять на возможности доставки всего необходимого в наши, в том числе арктические районы. Здесь у нас есть опорный населенный пункт, это Тикси-Найба, агломерация, да, которая планируется использовать для обеспечения вообще в целом трассы Северного морского пути. Но нужно понимать, что она от берега республики достаточно далеко находится, эта трасса, но тем не менее наш порт Тикси и планирующийся глубоководный порт Найба, он уже будет глубоководным терминалом, который сможет принимать суда большим водоизмещением, поэтому вот и этот Ну, это, проект, наверное, и на развитие поселка самого тоже ведь конечно, должно сказаться, там да? и социальная сфера, и все благоустройство, и жилищно-коммунальная сфера, все это будет развиваться по планам, да, вот, по развитию агломерации Тикси-Найбы. Но мы изначально перед федеральным правительством ставили вопрос о необходимости включения в сеть опорных населенных пунктов не только Тикси-Найбу, да, но и другие наши районы. Это и Нижнеянск, это и Чукурдах, и Черский Зеленый мыс. Да. У нас ведь на самом деле порт Зеленый мыс, у него объем перевозки грузов даже больше в Нижнеколымском районе. Вот, но он у нас ориентирован в основном на развитие Чукотского автономного округа, это Баимского рудного поля, да, и в основном сейчас завоз грузов происходит в Зеленый мыс с дальнейшим обеспечением Чукотки. Вот, но тем не менее мы считаем, что это как раз-таки является опорным населенным пунктом, и он тоже должен развиваться, этот порт, так же, как и Тикси-Найба. Ну, Тикси — это, конечно, ворота наши, да, в Арктику, и, соответственно, там разработан мастер-план развития этой агломерации, и мы надеемся, что в соответствии с этим мастер-планом будет предусмотрено финансирование из федерального бюджета, из внебюджетных источников для того, чтобы реализовать этот масштабный проект. Мастер-план — это по типу, вот как в якутский мастер-план, в Ленинграде мастер-план, такой же мастер-план по Тикси, Да, да? но это по поручению президента России были разработаны мастер-планы опорных населенных пунктов арктической зоны. Изначально, конечно, там критерии были такие, что в них входили это закрытые административно-территориальные образования, это военные так называемые городки, да. Плюс они должны иметь потенциал по развитию стратегических месторождений полезных ископаемых. Поэтому вот такие критерии были выбраны, и поэтому у нас вошел только Тикси-Найба населенный пункт. А говоря о северном завозе, федеральный закон ведь на эту тему? Да, у нас принят федеральный закон. С прошлого года уже федеральный закон действует, и в рамках него, у нас, конечно… Но стало легче с принятием федерального закона? На самом деле сейчас у нас пока еще только надежды, да, на него. Уже сейчас, конечно, пошли… То есть он только начинает работать, да? Да, бюджетные кредиты, уже потихоньку начинает систематизироваться работа по северному завозу, да, ведь он предполагает там разграничение полномочий федеральных органов власти, региональных, местных органов, да, бизнеса, перевозчиков и так далее. Поэтому в этом плане, конечно, больше прозрачности, больше организованной системности появилось, и это радует.
Но когда мы вносили свои предложения в этот федеральный закон, на самом деле у нас было еще больше разных предложений, в том числе наша главная ведь проблема — это финансирование. Да, и ведь я уже говорил о размерах территории, более 3 миллионов квадратных километров, и доставка всего необходимого, она несоизмеримо больше ресурсов требует, чем в других субъектах Российской Федерации, например. Поэтому здесь в одиночку финансировать вот из регионального бюджета достаточно тяжело. Поэтому мы говорили о необходимости бюджетных кредитов. Ну вот сейчас первые уже бюджетные казначейские кредиты уже пошли в Арктику, поэтому мы надеемся, что будут увеличены объемы. Пока что, на наш взгляд, объемы финансирования недостаточны для того, чтобы спокойно и в полном объеме завозить все необходимое в Арктику. Ну, по крайней мере, курс страны уже очевидно изменился с 90-х годов, да, если вспомнить там слова Гайдара пресловутые о том, что зачем развивать север. Вот, и то, что сейчас принята стратегия на уровне страны, то, что президент принимает участие в Арктическом форуме, где также глава нашей республики принимал участие. Тут Арктика имеет геостратегическое значение, геополитическую роль играет большую в мире, поэтому, конечно, внимание государства будет приковано обязательно к развитию этого региона. Конечно, там проблем и вызовов очень много. Я бы не очень люблю использовать слово «проблемы», да, потому что они всегда несут какой-то негативный оттенок. Вот, лучше говорить «вызовы», которые мы сможем преодолеть. Да. А какие основные вызовы стоят перед Арктикой? Ну вот помимо транспорта уже, доступности уже вами упомянутой. Еще раз я повторюсь о том, что, наверное, нет ни одного правительства региона в мире, да, потому что наш субъект является крупнейшим административно-территориальным единицей в мире. Да. У нас территория сравнима с Индией, а там в Индии 1,5 миллиарда живет, а у нас всего лишь 1 миллион жителей. Да, и, конечно, масштаб вызовов, он на самом деле огромен. То есть мы сталкиваемся с такими вызовами, с которыми никто не сталкивается. И здесь, конечно, кроме транспортной доступности, кроме вот этих обширных территорий, экстремальных природно-климатических условий, вот основные вызовы, на наш взгляд, это неразвитость энергетической инфраструктуры, то есть энергетика, в том числе тепловая энергетика, да, и электроэнергетика, она сегодня у нас изолированная система, основана в основном на дизельной генерации, и отсюда очень ограниченные возможности для развития территорий. Вот. Дальше это, наверное, северное, так называемое северное удорожание. Да, это когда все, что туда завозится, все, что там делается, затраты настолько велики, что они не позволяют экономически развиваться ни местному производству, ни предпринимательству, ни другим видам хозяйства. Логистические затраты. Да, и вот эти все затраты, они очень высокие. Это и транспортные затраты, это и жилищно-коммунальные, энергетические затраты очень высокие. Поэтому развивать бизнес тот же, да, в Арктике, практически это нереально. Вот. Следующий вызов я бы назвал это отток населения. Это особенно молодого трудоспособного возраста. Люди по-прежнему этот отток у нас сохраняется. Потихонечку люди уезжают с Арктики, к сожалению. А он на уровне сколько процентов? Отток этот. Ну, понятно, что самый большой массовый отток, наверное, был в 90-х. Да. Сейчас он, конечно, поменьше. Ну и он немножко так колеблется, потому что у нас все-таки идет и развитие, и есть районы, в которых увеличивается население в силу там тех же людей, которые приезжают работать, да, но в целом мы наблюдаем, что все-таки отток он есть. Но это примерно, вот если мы в начале своей работы, там, в 2018 году, это было 67,7 тысяч человек, да, то сейчас это примерно 64 тысячи. То есть примерно на 3 тысячи за 5 лет население снизилось. Вот. Вот. Но на самом деле здесь очень много факторов. Это в первую очередь, конечно, качество жизни в Арктике. Да? Люди хотят более достойных условий. Второе — это инфраструктура. Молодежь уезжает за образованием, затем сложно возвращаться в силу того, что рабочих мест не хватает. То есть это в целом
причина в уровне, в качестве жизни в Арктике. Вот, но в то же время есть факторы, например, того, что мы пока что масштабно не можем обеспечить достойные условия, комфортные условия жизни населения. Это строительство жилья нового, да, это благоустройство территорий, это развитие социальной инфраструктуры, то есть досуга населения и так далее. Поэтому вот эти все вызовы, они, конечно, влияют на отток населения. Но не везде, там я вспоминаю Дом культуры прекрасный в Иванобарском. Да, я тоже думаю, что это не везде, конечно, я говорю в целом, но Да, есть районы, разные районы. Да, вот, например, возьмем вот национальные районы, это тот же Ленёкский, Анабарский район, да, вот Эвена-Бутантайский, например, там никогда не наблюдался отток населения, потому что там люди, коренные жители, в основном занимаются традиционной хозяйственной деятельностью, ну и никуда не собираются уезжать. И в принципе живут хорошей жизнью, достойной, да, и в основном же отток происходил в тех районах, в которых достаточно большое пришлое население было. Это в годы советской власти, когда осваивались месторождения различные, транспортные пути и так далее. Это там, где живут коренные жители, такого сильного оттока не Ну, и, наблюдается. наверное, еще интернет теперь входит в требования к комфортной жизни. Да, конечно, вот сейчас цифровизация происходит всей нашей жизни и доступ в интернет. Вот сейчас молодые люди, когда едут в Арктику работать, первый вопрос у них, есть ли там интернет. Но кое-где уже есть. Ну, кое-где есть, да, уже три района у нас арктических, в которых высокоскоростной интернет. Это Ленёкский, Анабарский, Жиганский. Вот. Ну, мы надеемся, все-таки проект «Синергия Арктики» заработает, и все остальные 10 районов будут подключены к широкополосному интернету. А по жилью, вот по программе аварийного жилья, ведь там Арктика тоже частично входит, или я ошибаюсь? Да, по программе переселения из аварийного ветхого жилья наши районы участвуют. Вот, например, в прошлом году было построено, вот по этой программе было построено 12 многоквартирных домов в разных районах, там, в Верхоянском, Среднеколымском, Эвена-Бутантайском, То есть какие-то подвижки все-таки есть. Да, все-таки нельзя сказать, что вообще ничего не строится. Строятся дома. Но их вот, не хватает. Современные. Конечно, финансирования не хватает. И самое-то главное, что условия для развития строительной отрасли в Арктике, они очень ограничены. То есть там, вот представьте себе, завести это все нужно. стройматериалы, оборудование, технику, людей. Людям еще платить нужно. Да, Поэтому стоимость квадратного метра, конечно, там несколько раз дороже, чем в центральных районах республики. И поэтому вот застройщики, они неохотно едут строить в Арктику. Но тем не менее, вот у нас по программе переселения аварийного ветхого жилья строится жилье. Кроме этого, есть программа добрых дел, да, вот так называемая. Это инициированная первым президентом? В 21 веке, да. И в рамках нее тоже строится жилье для молодых специалистов, например. Вот в прошлом году 4 дома было построено 4-квартирных и 1 6-квартирный. А если говорить вот об энергетике, с которой вы начали, вот этот был же проект по малым атомным электростанциям. Да, этот проект Росатома, который будет реализовываться в Усть-Куйге. Вот, это атомная станция малой мощности. Она вот как раз-таки призвана решить вот эту энергетическую проблему. Ведь вот если мы возьмем советский период, мы помним развитие Депутатского, да, в Устьянском районе, и тогда были планы по строительству Адычинской ГЭС. Но этим планам не суждено было сбыться. Советский Союз рухнул, да, и Адычинская ГЭС не была построена, а так там был бы источник дешевой энергии. Да, если бы успели построить. Если бы успели, то вот эти все месторождения, которые там есть, это в том числе и Кючус месторождение, там месторождение золота, олова, серебра и так далее, они бы осваивались, и была бы промышленная как бы волна развития которая за собой тянет, соответственно, и социальное, экономическое развитие в целом. Вот и для этого вот этот проект и призван для того, чтобы решить вопрос энергетики, вот для освоения, в первую очередь, месторождений природных ресурсов, во-вторых, для обеспечения населения и социальной инфраструктуры энергии. А как себя ведут эти японские ветряки в Тикси? Ну вот я вот на днях участвовал в совещании в Государственной Думе по ВКС. Мы говорили как раз-таки, в том числе по
инфраструктурным проектом развития Арктики, и там упоминался наш проект ветроэнергетического комплекса в Тикси. Как мы помним, он был реализован в сотрудничестве с японскими партнерами. Это была японская техника и оборудование, и на самом деле он достаточно показал свою эффективность, потому что все те проекты, которые до этого реализовывались в Арктике, они такой эффективности не показывали, то есть они ломались, да, а этот комплекс, он работает, и поэтому было предложение, что необходимо изучать этот опыт, создавать такие же технологии и технику у нас в России, да, и тиражировать опыт Якутии на другие субъекты, потому что ресурсы ветра в Арктике, они достаточно большие, то есть это могло бы быть одним из вариантов решения энергетической проблемы. Хорошо, давайте ближе к людям. Вот буквально неделю назад в стране утвердили концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока на период до 1936 аж года. Что это за документ, что он предусматривает, и самое главное, на жизни, на жителях Якутской Арктики, как он скажется? Да, действительно, я бы хотел, знаете, начать с того, что почему именно коренным малочисленным народам Севера в нашей стране особое внимание государства, да? Вообще на международном уровне в Организации Объединенных Наций принята декларация ООН о правах коренных народов, и в нашей стране Конституция Российской Федерации, она гарантирует права коренных малочисленных народов Севера в силу их малочисленности, в силу того, что эти народы не имеют своей государственности, они не имеют возможности влиять на свою судьбу. И, соответственно, в нашей стране так называемая позитивная дискриминация выражается именно в поддержке и сохранении этих автохтонных, аборигенных народов, которые населяют в основном Дальний Восток и Арктику. Да? В Сибири тоже очень много коренных малочисленных народов Севера. И до 1925 года действовала концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. И в прошлом году, начиная с позапрошлого года, в прошлом году разрабатывалась новая редакция этой концепции. И буквально на днях председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин, он утвердил эту концепцию. Это документ стратегического планирования, и все органы федеральной власти, органы власти субъектов Российской Федерации должны руководствоваться этим документом при разработке и реализации государственных программ, других мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционного образа жизни, культуры коренных малочисленных народов Севера. И этот документ, главной целью его является экономическое, социальное и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, которые живут в Арктике, в Сибири, в Дальнем Востоке. Да, и здесь очень много в этом документе говорится о необходимости сохранения и защиты исконной среды обитания коренных народов, сохранения их традиционных промыслов, хозяйственной деятельности. И на основе этого документа, это стратегическое видение дальнейшего развития этих народов. И сейчас начата уже разработка плана реализации этой концепции, в которой уже будут прописаны конкретные мероприятия, направленные на достижение этих целей. Нужно отметить, что коренные малочисленные народы Севера, как я сказал, они малочисленны, они разбросаны в отдаленных населенных пунктах, рассеяны, так скажем, по территории. Да, и, конечно, это труднодоступные населенные пункты, это малочисленные населенные пункты. И сегодня они получают недостаточно внимания. Мы видим, как сегодня живут люди там в маленьких национальных селах. В некоторых селах советских времен не обновлялась жилищно-коммунальная инфраструктура, социальные объекты. Да? И это все в силу их малочисленности и труднодоступности, что там реализовать проекты гораздо сложнее, чем там в районных центрах, либо в центральных районах Якутии. Поэтому здесь необходимы особые подходы, то есть отдельные какие-то программы развития мест традиционного проживания малочисленных народов Севера. У нас в республике разработана обширная законодательная база в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера. Да, мы тут впереди планеты всей. Да, тут у нас более 20 нормативно-правовых актов, которые регулируют, в
в том числе такие знаковые законы, да, как о гарантиях прав малочисленных народов Севера, об общинах, об этнологической экспертизе, о территориях традиционного природопользования. Поэтому можно сказать, что в нашей республике вот работа по защите интересов и прав коренных малочисленных народов Севера, она является такой, ну, примером для многих регионов, хотя, конечно, остаются очень много проблемных вопросов, которые предстоит решать. Вот, в том числе, вот, в основном это связано с доступом к природным, земельным ресурсам, взаимодействию с промышленными компаниями. Вот. Вот тут, да, тут мне кажется, вообще такой вопрос, самое главное, это баланс, да, как-то найти и удержать между промышленным развитием, которое необходимо, да, промышленное развитие, промышленное освоение тех же природных ресурсов богатых, да, Да, абсолютно да, верно. арктических, и традиционной деятельности, и промыслами коренных, Наверное, вот во всем мире образом жизни. все страны пытаются найти этот баланс. Вот, ну, по крайней мере, даже в той же Арктике мы знаем, что очень много проектов освоения природных ресурсов есть в других странах Арктики, и то, как они подходят к этим проблемам. Да? Ну и мы, конечно, стараемся найти свой баланс. То есть мы говорим о необходимости, с одной стороны, экономического развития наших территорий, с другой стороны, мы говорим, что наши, вот в Арктике особенно хрупкая природная среда, экология Арктики, да, поэтому здесь очень нужно действовать осторожно, соблюдать самые высокие экологические стандарты. Это необходимо учитывать права и интересы местных жителей. Вот вы упомянули этнологическую экспертизу. Что это такое, чем она занимается? Ну, этнологическая экспертиза — это научное исследование об оценке воздействия на этнологическую среду, то есть на вот те народы, которые проживают на данной территории. Да, и у нас принят региональный закон, кстати, вот единственный в Российской Федерации в ранге закона об этнологической экспертизе, и она у нас в республике имеет обязательный характер. То есть все компании, которые приходят со своими проектами освоения месторождений, места проживания малочисленных народов Севера, они обязаны пройти этнологическую экспертизу. То есть они должны провести оценку воздействия на эти народы, затем проходит процедура экспертизы этих проектных документов, рассчитывается ущерб, если вот есть негативное воздействие, то, соответственно, рассчитываются убытки, которые нанесены коренным жителям, да, и они должны этой компании выплачиваться. Вот. Плюс к этому разрабатывается программа мер минимизации негативного воздействия на жизнь коренных малочисленных народов Севера, на их традиционную хозяйственную деятельность, и заключаются соглашения о сотрудничестве по социально-экономическому развитию этих территорий, там, наслегов, районов или же общин конкретных. Да? Поэтому в нашей республике уже проведено 73 этнологические экспертизы. Наше министерство является уполномоченным органом по проведению этой экспертизы. И у нас сейчас в работе еще 22 проекта. Вот, и постоянно вот эти проекты выполняются. И на сегодняшний день уже оценено убытков примерно на сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. И они возмещены? Ну, на данный момент возмещено где-то 500 миллионов. Вот 500 миллионов еще не выплаченных убытков. Но здесь дело в том, что выплаты убытков происходят иногда, растягиваются по времени реализации проекта. Ну, то есть это убытки не уже причиненные, а это убытки, Да, которые… это в том числе упущенная выгода. То есть это в целом… То есть это не то, что они пришли, там все порушили, и потом да, платят… это как бы оценка о том, какой ущерб наносится этой территории. Ну, Что не смогут люди там охотиться, например, да, Да. или там рыбу ловить. Либо оленей держать на этих территориях. То есть вот эти убытки, они считаются и оцениваются. Но плюс к этому мы всегда говорим компаниям, нашим промышленным компаниям о том, что это вот убытки — это одно. Да, то есть это вот по закону любой убыток должен быть возмещен. Но в рамках ESG-повестки, да, то есть в рамках корпоративной социальной ответственности, у нас, кстати, тоже в республике есть такой закон об ответственном недропользовании в республике Саха-Якутия, когда мы составляем рейтинг компаний социально ответственных. Да, то есть в рамках своей социальной ответственности они должны заключать соглашение о поддержке вот, должны построить там дом культуры, школу, там что-нибудь благоустроить. Чтобы выгоды, распределение выгод было справедливым, что вот люди, которые там живут, получили. Да, они получили какие-то выгоды от реализации тех или иных проектов, чтобы они не получали только негативные там экологические последствия, да, но
какое-то развитие получала территория и те люди, которые там живут. Хочется еще поговорить о проекте «Дети Арктики», который на федеральном уровне. Опять же, инициатором проекта выступила наша республика. Как он работает? Да, действительно, в свое время, ну вообще у нас в республике детям Арктики всегда уделялось большое внимание. И еще с 90-х годов, еще Михаил Ефимович Николаев проводил такую политику, да, по поддержке образования. Мы в свое время реализовывали проекты международного уровня, это такие как «Кочевая школа», например, да, проект ЮНЕСКО в Организации Объединенных Наций. Рассказывали об этом проекте. Габышева Феодосия Васильевна в свое время много сделала для реализации вот этих проектов. Вот. И на самом деле вот «Дети Арктики» это сегодня даже не российский проект, а международный проект. Это является проектом Арктического совета. Вот он был инициирован Федеральным агентством по делам национальности и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Арктическом совете и направлен на обмен опытом и поддержку арктического образования и детей в Арктике. Потому что, понимаете, дети в Арктике, они на самом деле лишены очень многого по сравнению с детьми, которые проживают, например, здесь, в городе Якутске. Да? Во-первых, это экстремальные условия проживания. Это вот, зимой практически солнца не видно. Вот. Ну, фрукты, овощи запредельно стоят. Труднодоступность, витаминизация, там, оздоровление, очень большие есть в этом проблемы. И Поэтому доступность секций, кружков, но тоже да. бассейн там, допустим, нету. Поэтому вот мы, когда вот вся республика наша разрабатывала предложение, мы хотели вообще, чтобы это был комплексный проект, не только отдых, оздоровление детей, но и развитие образования, какого-то там, поддержка талантливых детей, да, там и так далее. То есть развитие инфраструктуры на местах, учебно-методические комплексы и так далее. Но на сегодняшний день он реализуется в основном в виде оплаты проезда и организации отдыха и оздоровления детей. Но даже это для наших детей очень большое подспорье, потому что они имеют возможность выехать за пределы своих поселков куда-то там. А куда они в основном едут? В основном это Черное море, побережье Черного моря, там детские лагеря. Вот. Ездят также во Владивосток в детский лагерь, да, и то есть они там отдыхают, какие-то образовательные программы получают. В принципе. Ну а следующий шаг уже, наверное, будет действительно. Есть же проект еще «Учитель Арктики», если я не ошибаюсь, есть проект «Учитель Арктики», это поддержка наших учителей, которые выезжают в Арктику, да, это и выплата подъемных социальных выплат, это и повышение квалификации учителей, помощь в организации переезда в Арктику, да, потому что это очень сложно. Вот. Но у нас еще есть региональная часть проекта «Дети Арктики». Она касается поддержки именно талантливых детей. То есть это участие детей в разных творческих конкурсах, спортивных состязаниях, фестивалях, олимпиадах, интеллектуальных каких-то конкурсах. И вот в прошлом году, например, мы смогли более 80 детей вывести из арктических районов именно вот по этой программе, чтобы они съездили в Москву, Санкт-Петербург, Казань. И вот они выезжают туда и на самом деле занимают призовые места. То есть, они очень, дети талантливые, способные. Приезжают очень счастливые, радостные. И очень большой такой положительный отклик от населения, что вот такая программа есть. А программы обучения на языках коренных народов, если вот возвращаться к ним, поддерживаются они отдельно? Да, у нас по поручению главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева была разработана отдельная программа поддержки государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия. Да? Более 100 миллионов выделяется на эти цели, и в том числе на поддержку проектов по сохранению официальных языков коренных малочисленных народов Севера. Там тоже целый ряд проектов, вот, начиная от цифровизации языкового культурного наследия, заканчивая там учебниками. Тема очень объемная, Михаил Александрович, у нас время уже подошло к концу. Предлагаю коротко ответить на последний вопрос. Вот была такая советская песня: «Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда». Какие человеческие качества нужны для работы в Арктике? Ну, я думаю, что в Арктике, чтобы работать, нужно быть жизнестойким и честным. То есть жизнестойким — это потому, что там очень суровые условия. Люди, которые там живут, они необычайно жизнестойкие, смелые, храбрые, мудрые и в то же время они честные. То есть, вот, наверное, вот, жизнестойкость и честность — это главные их Два главных характерных качества, которые вот присущи жителям Арктики. И чтобы жить там, необходимо
этому следовать. Ну что ж, поздравляю всех жителей Арктики с Днем полярника заранее, который будет завтра. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.